Проблема перемещения жителей алматинской агломерации становится все острее и острее. Все понимают, что с этим нужно что-то делать, терпению жителей уже приходит конец. И вот буквально недавно власти Алматы заявили о том, что они планируют пустить электричку с Каскелена, Талгара и Узунагача в Алматы. Хашан Сагентаев. Мы вышли с предложением в правительство о необходимости соединить электричкой Алматы с Талгаром, Каскеленом и Узунагачом. Провели работу с Казахстан Темиржолы. Имеется поддержка и со стороны Ельбасы, и со стороны президента страны. Сейчас с правительством и Самрук Казуной отрабатываем. Звучит круто! И мы, как и большинство жителей Алматы и области, конечно же, были бы рады, если бы у нас была такая же крутая система пригородных поездов, как S-Bahn в Германии, RER во Франции или МЦД в Москве. Давайте попробуем разобраться, возможно ли построить такую систему в Алматы, какая она будет, в какие сроки ее можно реализовать и вообще, нужна ли нам такая система. Что мы имеем сейчас? Агломерация Алматы сложилась в 4 направлениях. В восточном в сторону Талгара и Исыка, в западном в сторону Каскелена, Шамалгана и Узунагача, в северо-западном в сторону Боралдая, села Жбек-Жолы и дальше до станции Казбек-Бек. И в северном в сторону Утеген-Батыра и Капчагая. Причем сюрприз, в северо-западном направлении уже ходит электричка. Вот такая электричка ходит каждый день со станции Казбек-Бек с интервалом 8-10 часов. Один раз утром, один раз вечером в каждом направлении. Причем до апреля 2018 года такая же электричка ходила и до Капчагая. Но сейчас закрыта ввиду отсутствия спроса и экономической нецелесообразности. Причем с Капчагая электричка проходила через такие густонаселенные станции, как Байсерке и Утеген-Батыр. И да, с Капчагая поезда курсировали лишь до станции Алматы-1. Да, поезда ходили редко, были старыми. И в целом все было очень далеко до тех самых немецких S-Bahn'ов. Ну что, уже начинаете сомневаться, что хотите себе электричку такую же в Каскелен или в Талгар? А если она будет построена, она будет вот именно вот такой. То есть не стоит ожидать каких-нибудь японских синкансенов из Алматы в какой-нибудь Каскелен Гранд Централ. Почему? Ну, для этого нужно посмотреть на карту. Как можно проложить трассировку путей? Под словом электрички из Каскелена в Талгар многие представляют себе это в виде прямой железнодорожной дороги где-то рядом с проспектом Раимбек. Проблема только в том, что для строительства нужно выкупать и сносить плотно застроенные участки. Вспомните реконструкцию дороги у рынка Алтын-Орды. Из-за проблем со сносом автозаправок и других зданий уже много раз сдвигались сроки сдачи. Напомним, что при реконструкции дороги речь идет об участке длиной меньше 4 километров, а расстояние от Талгара до Каскелена 54 километра. И большая часть застроена. Кроме самих путей, изъятие потребуется для путепроводов, переездов, полосы отвода и так далее. Это огромное количество земли. Можно, конечно, пустить над землей, на эстакадах, но будем реалистами. Вспомним историю надземного ЛРТ в Астане. К тому же, даже для возведения эстакад понадобятся крупные и дорогостоящие изъятия. Строительство по такому маршруту будет мега дорогой и, главное, мега долго. Можно, конечно, доставлять людей на электричках до границ города, но что будут делать люди, приезжая из Каскелена до условного микрорайона Саларман или Калкаман? Ведь самые ужасные пробки у нас как раз таки на въездах и выездах из города, а не на самой трассе. Плюс власти Алматы фактически заявили о сворачивании проекта ЛРТ, скоростного трамвая, который мог бы вывести людей в центр города из района автовокзала Западный. Сейчас вы, конечно, удивитесь, но власти города видят электричку совсем по другому маршруту. В начале 2020 года в интервью газете «Время» заместитель акима Алматы Мухит Азербаев продемонстрировал вот такой план строительства ЖД-веток в восточном и западном направлении. По этому плану ветка из Каскелена будет идти через станцию Чамалган и Бурундай на вокзал Алматы-1. Думаете, много будет желающих совершать ежедневные турне Каскелен-Алматы-1? Из Талгара ситуация лучше. Там хоть ветка прямая, но тоже ведет в первую Алмату. Тут, конечно, можно сказать, что поезда с вокзала Алматы-1 можно отправлять дальше в центр, на вокзал Алматы-2. Но это тоже не так просто. Во-первых, поездам в любом случае придется совершать большой крюк, что уж точно удлинит время в пути. Во-вторых, такая система не будет покрывать промежуточные точки. Например, если человек живет в Каскелене, а работает где-нибудь в Аксае, он не сможет воспользоваться такой электричкой. Ну и в-третьих, как вы видите,
Горветка между двумя вокзалами имеет всего один путь. Все эти нюансы уж точно не будут повышать привлекательность такой системы. И становится совсем непонятной, кто ей в конце концов будет пользоваться. Все это указывает на то, что стоимость и сроки этого проекта будут монструозны. За эти деньги гораздо быстрее можно построить более подходящее для Алматы транспортное решение. Давайте теперь разберемся, как же нужно сделать, чтобы все было по красоте. Для начала нужно разобраться, как сейчас перемещаются люди и какие виды транспорта в целом существуют. Общественный транспорт подразделяется на 3 группы в зависимости от провозной способности. Транспортом малой провозной способности считаются маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи. Средняя провозная способность у скоростных автобусов, троллейбусов и у скоростных трамваев. Ну и чемпионами по провозной способности являются метро, электрички или же так называемые городские электрички. Из всех этих видов общественного транспорта в направлении Алматы-Каскелен и Алматы-Талгар есть только маленькие маршрутки на Газелях и Исузу. А, например, в Исыке и в Узунагач нет даже этого. Остается только такси полный салон, только хардкор. Нет даже самых обычных пригородных автобусов. Из всего этого вытекает очевидная мысль: может быть, нам и не нужен аналог S-бана с провозной способностью 90 тысяч человек в час в направлениях, в которых сейчас ездят маршрутки провозной способностью 450 человек в час. И это все учитывая, что население наших пригородов составляет от 5 до 60 тысяч человек. Иначе нам придется возить всех без исключения жителей Каскелена в Алматы-1 каждый час. А если им все же не нужно будет в первую Алмату по 10 раз в день, система не сможет работать с адекватными интервалами. Да и в целом повторится ситуация с электричкой в Капчагай, когда система становится экономически нецелесообразной. В качестве реалистичного и эффективного решения обозначенной проблемы первым этапом мы видим необходимость запуска в экстренном порядке больших пригородных автобусов. В столице такое решение уже функционирует. Да, эти автобусы тоже потребуют субсидии, но эти субсидии значительно меньших масштабов, нежели субсидии, которые будут сжирать электрички. Вторым этапом нужно будет обеспечить автобусам приоритет на дороге в виде выделенной линии формата БРТ. А в перспективе их могла бы заменить система пригородных трамваев Интерурбан, которые успешно функционируют в некоторых европейских городах. И именно такая система может стать тем самым рельсовым транспортом, который сможет связать пригороды Алматы через город, а не в объезд города по никому не нужному маршруту. Эти изменения являются эволюционными. Очень важно заранее планировать возможность их развития с учетом роста спроса. Иными словами, не нужно ничего начинать строить, если нет уверенности в целесообразности. В заключении еще раз о внутригородском трамвае ЛРТ. К сожалению, нынешняя администрация Алматы решила отказаться от его строительства. Хотя изначальная трассировка ЛРТ предполагала движение в сторону границ города, микрорайон Калкамам по проспекту Раймбек. Трамвай требует гораздо меньше земли и денег, чем электрички. Как бы парадоксально это ни звучало, но прежде чем строить качественный рельсовый транспорт в спутнике Алматы, нужно сначала построить его внутри Алматы, обеспечив связку для пассажиров пригородных трамваев. К теме ЛРТ в Алмате мы еще вернемся в будущих выпусках. А пока ставьте лайк и распространяйте это видео. Нужно, чтобы больше людей понимало, как нужно решать транспортные проблемы города и формировать правильный общественный запрос. Так властям будет гораздо сложнее обходиться одними лишь обещаниями нереалистичных и никому не нужных проектов. До встречи, а я поехал в Каскелен.